друзья, раннее утро, 6 утра, вышел во двор, заправил мотособаку, почистил немного двор. Короче, ребят, сегодня едем на рыбалочку. Вчера успешно съездил за живцом, отлично отловился. Вот в тазике нормально сохранились. Кстати, кто-то говорил, что, ребят, в домашних условиях не сохраняется. Все красиво сохраняется, главное налить холодную воду. В данный момент это у меня колодец. Я вот приехал не с дома налил, а вот с колодца. И в коридорчике, в принципе, погода позволяет. Всего лишь минус 3 градуса у нас в данный момент. Конечно, на севере такого января я давно не помню. И все красиво сохраняется, и можно так держать, в принципе, нормально. А если уже из комнаты температуру наливаешь, то тогда же вес как будто варится. На следующий день он просто весь всплывает. Ну что, ровно что-то заговорился. Сегодня у нас рыбалка, еду на жерлицы за щукой. Но еду, ребят, не один. Ко мне едет мой, так скажем, коллега по цеху, блогер Андрюха со столицы Республики Коми, город Сыктывкар. Это первая встреча вживую, я его никогда не видел. Давно на него подписан, смотрю его на ролики. Вот такой здравый парень. И сегодня мы хотим с ним пообщаться и провести вместе время, ребят. Чуть дальше я с ним, с вами вас познакомлю. Так что, ребят, оставайтесь со мной, будет клево. Погнали. Телефон абонента временно недоступен. Ага, ну значит где-то едет. Значит где-то едет. Андрюху, интересная картина, со всех углов, короче, рыбаки собираются. Там мотособака зажужжала, там... Но сегодня суббота и, конечно, деревенский поселок, так скажем. И рыбаки, ну, люди живут рыбалкой здесь. Ну и у каждого сейчас техника. И вот видно, так интересно, сбегается. Ну, раннее утро, кто может еще лазить? И кто-то что-то шуметь, это рыбаки, конечно, охотники. Классно вообще. Ну что, ребята, это вторая поездка моей мотособаки Тафалар 500. Сегодня дам ему немного просраться, так скажем, потому что поедем в тайгу. Где-то сегодня пройдем на нем 20-очку, наверное, я так думаю, при всем желании. Вот вчера поставил отбойник, но по мне немного он не подходил, потому что немного он как будто маловат. Но в принципе закрутил нормально, вроде красиво. Закрутил просто в пластмасс на кровляные саморезы, так скажем, для профнастила. Нашел. Шикарно выглядит. Ну не знаю, так как бы в принципе пойдет. Поменял сани, потому что дорога будет бугристая, волнистая, так скажем. И я вам показывал обзорчик, который... Ну, Андрюха здесь будет сидеть просто неудобно. Ну, я просто боюсь, что он вылетит. И взял санки у Женьки. Здесь он будет себя спокойно чувствовать. Удобно, потому что на них я катался, ездил. Ну и человек снимать будет. Человек также занимается видеосъемками. На таком сидении будет ему проще снимать. Ну и ехать, так скажем. Взял еще маленькие волокушки свои. Потом примотаем. Ну, короче, все. Собака заправлена. Ждем Андрюху. И будем выезжать. Что, ребят, Андрюха едет. Подъезжает. Все, встречаю. Сейчас тачку припаркуем, наверное. Андрюх, давай туда. Ну все. Добрался, бродяга. Жиличку. Живцам водичку новенькую поменяем, чтобы бодренькие были. Ключевой, говорит, водой. Напои меня. Та-ра-ра-ра. Сейчас водички добавим, Андрюх, новенькой. Ну. Вон, Андрюха, видишь, они в тазике нормально чувствуют себя. Но главное как его, воду с дома не наливать, потому что все, хана будет. Да, вот просто берешь, я не знаю, как в городе, ключевую воду вот с колодца, приезжаешь, наливаешь, все, они вот просто огонь вообще. Пускай погреется немножко.
Так, тут я не знаю, Андрюха, она нормальная, в принципе. Ну так, придерживай ее, ладно, если что. Потому что потеряем, все, рыбалки не будет. Что, гадим? I've been holding Ну что, друг, добрались? Всё, да? Вот мой Эдик стоит. Я тут один был, мне скучно было. Ты что-то, Эдик, опьянел, бродяга мой. Покосился весь, но ничего, вроде нормально. Оттепель была. Да. Ну не упал, смотри, бодрый, блин. Полторашечку выпил и, короче, что-то его повело. Сила. Да, на Новый год, походу. Ну все, друг, добрались до точки, что, в принципе. Все. Здесь сужение. Аэродром. Здесь сужение, да, здесь сужение. Смотри, ну сейчас тебе все покажу, расскажу. Ну что, мы разбегаемся, Андрюха по этой стороне возле снеговиков, ему тут скучно не будет. А я на ту сторону. Ну тут недалеко, будем напротив. А забазируемся где-то посередине, там уже и кушать будем, и отдыхать. Чтоб бегать было и ему поближе, и мне поближе. Ну все, Андрюху оставляем, 7:30. Короче, мы разъединились, получается. Я по этой стороне, Андрюха по этой. Красивое такое небо.
пол-8 уже рассветает. Ну, день пошел на прибыль. Так что время рыбалки немного побольше. Все, ребятки, не теряем времени. Как раз время на расстановочку. И будем рыбачить. Андрюшка тоже расставляется. Надо успеть до 9, потому что примерно в 9 уже у нас выход. Щуки бывает прозеваешь этот выход, и можно рыбалку потерять. Потому что за вот этот период можно отловиться так, что спокойно можно домой ехать, короче. Смело. Все стандартно. Простые жерлицы. Ничего новенького. Блюха что-то там гремит. Сегодня у нас живец плотва, немного окуня. Вот здесь я и на окуня рыбачил, и на плотву. Так что, так, где я буду? С той стороны, да? Примерно, что видно было. Январь месяц уже. Озеро немного задыхается. Оборотиков 4 буду делать. Раз, два, три, 4. 4,5 даже. Ну и живчика нашел. Плотвичка вчера просто красавица была. Такая бодрая. Живцовая такая, так скажем. Все, первая пошла. 4-5 оборотов, ребята, буду делать. Идем на следующую. Не знаю, какую сторону лучше взять, эту больше или до конца больше. Сейчас посмотрим. Пока буду ставить вот эти, подумаю, короче. Снег этот не убираю, чтобы подушка повыше была. Чтобы видно было жерлицу подальше. Чтобы она как бы повыше стояла. Площадочку такую делаю. И нормально. Жерлички соскучились. Хотел тройнички, ребят, поменять, потому что маловато как будто по мне. Побольше поставить. Ну, блин, в нашем колхозе, ну, ни хрена нету, блин. Были какие-то маленькие, еще меньше, и здоровые. Как будто у нас тут Енисей. Короче, не нашел я нифига. И этот не стал менять. Раз, два, три, 4. 4,5.
4,5. Че, кто там следующий? Ну, конечно, живец бодрый вообще. Такой матерый. Нормально. И немного присыплю. Сработать, чтобы не сбивала ее, не прыгала она сильно. Ну, как-то так. Немного переживаю. Ну, по точке Андрюхи, чтоб, ну, гости все-таки. Охота, чтоб человек был доволен, чтобы у него были поклевки. Потому что все-таки, ну, я такой человек, если ко мне приехали, я потом не могу рыбачить. Я хочу так, чтобы было все красиво у него. Ну, Андрюха рыбак опытный, жерличник со стажем, он жерлицами занимается еще больше, чем я. Так что, я думаю, Андрюхин опыт не подведет. Потому что фарт все равно должен быть какой-то рыболовный. Раз, два, три, 4. Приехали, было такое, рассвет такой классный, звезды даже видны были. Погода вон испортилась, пошел снег, все затянуло резко. Вот так погода меняется буквально за 20 минут. Ребят, расставляется, у меня уже флажок стоит. Охренеть. Первый флаг уже. Да? Флаг, еще тишина. Не хочет. Срезал, что ли? Что-то рановато сегодня вышла щука-то. Но бывают такие моменты. Я еще расставиться не успел. Вон у меня последняя. Здесь уже сработка. И что у нас тут? Срезала или что? -1. Ё-моё. -1 живец. Так, немножко размотала. Метра 1,5 на 2. Ну, щука уже вышла на охоту. Не успели что-то маленько. Раз, два, три, 4. Живцы еще там остались. Ладно, ничего страшного. Да. Вот дела. Не успел рассвет прийти, уже поклевочка. Щука уже гуляет. Срезала, блин. Ё-моё. Ну, это хорошо, это меня радует. Что, ребят, дела сделано. И уже одна поклевочка была. Тяжеловато, снег такой рыхленький. Тяжело ходить. Сейчас тропу надо пробить, наверное, и Андрюхи у меня прокачусь так вдоль жерлиц, чтобы бегать можно было. Ну и с Андрюхой пойдем чайку попьем. Андрюха вот все сделал. Вот зредика моего. Так что, ребят, все, рыбалка начинается. Ждем поклевок. Но Андрюха, конечно, растянул. Замучается бегать, бедолага. Ну, говорит, я, говорит, КМСник. Я говорю, ну ладно, понял. Посмотрим.
Ну как, Андрюх? Сработочка была? Да, срезала живца. А это живец на месте остался, нет? Не, срезала. Метра 2 отмотала, блин, короче. Ну я что, считаю, в конце было, это самое крайнее было, блин. Бежал до туда, но... Труба, я спотел, блин, вообще. Это еще бушлат у меня какой-то такой, он даже не дышит, блин. Надо вдоль прокатиться, тропу сделать, чтобы Но. как-то бегать было удобнее, что ли. Так, Андрюх, все. Базу сделан прям посередине. Да где-то да, наверное, что. Посередине можно было. Поближе, может, сюда. Как его? Праздники прошли, туда-сюда. Презентик от меня. Спасибо. И на лесную речку, я не знаю, попробуй. Как-то так. Я тоже Чис- прикольно. Чисто созвонились, ну, что было дома, короче. Так, чтобы это... У меня Давай. тоже презент есть. Чем богаты, тем и рады, там скажем. Маленький такой термосовный. О, нифига, Андрюха. Походный. Классно вообще. Большой не таскать. На Да, а то у меня именно вот как раз такой маленький и нужен. Такой пол-литровый таскать. Диппер. У меня просто он абсолютно новый лежит и пылится. Классная и жалко штука, да. просто. А так, блин, От души, Андрюха. Спасибо. тебе пригодится нормально. Он еще заряженный, да? Заряжен, ну что, по высоту не повезу. Все, значит, обмыть надо это дело. Во, надо обмыть это дело. Да, согласен, а то у меня вообще, конечно. А то, блядь, да, ты здорово, ты не таскаешь. Нет, у меня есть как бы, ну, нормальные, ну, маленькие, но они ни о чем. Это Литровый, 2,5. 2,5. Но зато, блин, не знаю, всегда с чаем. Да. Никогда не заканчивается. Сделаю тропу, ребята, чтобы ходить было проще. Да, и сейчас щуку разбудим. Ну, где-то здесь, ребят, мы забазируемся. Встанем и будем кайфовать сами. Так, где-то по центру встанем, чтобы было видно все. И мои, и у Андрюхи. 9 часов. По идее, должна начаться раздача. А если что, будем ездить, бегать не будем на крайняк. Потому что далеко расставились. Пока добежишь, блин, не успеешь. Лично тоже довольно. Короче, сейчас у нас вот, я откатал 20 часов, да? Примерно. Ага. Поменял масло, бля, она пошла вообще. Пошла, да? Пошла, реально пошла. Гусянка, видно, подрастянулась. Ну, я понял тебя. Послабже стало, и все притерлось. О, сальце, мальце. Да, И пошло дело. и пошло дело. Ну, дай бог, чтоб служило. Дай бог, чтоб служило. И подводило. Ну, видишь, тебе, конечно, проблема с города вот ее вывозить, да? Вот Ну, как-то. я, слушай, Ну, ты говоришь, батя на районе, так нормально, что? ну там гараж, да все. Так, Андрюхи ножик. в следующем году не знаю, дай бог, что получится, блядь. Какой-нибудь гаражик какой-нибудь дешевый, Мгм. приобрести в городе. Ну, я навесик тоже буду делать какой-то для нее, получается. С двумя выходами. Взять, блядь, кредит, что ли, да, купить, что ли. Мне сама жена уже говорит, уже пора тебе гараж начать добрать. Да, конечно, Андрюх, в Балкон городе. уже весь завален. В городе, это тебе, конечно, гараж. Это подожди, тебе только начало. Держи, Андрюх. Так, давай. Ну ладно, Андрюх, что, рад тебя увидеть. Все, давай, знакомство. Так что будем дружить, Да. будем рыбачить. Ну что, у нас первый флаг, точнее второй. Кстати, Андрюха был, получается, вот на эту крайнюю. На эту, да, было? Да. На эту сейчас хапнул. Не вижу, мотает, не мотает. Стоит, да? Вообще не слышно, такие они там брук, короче, так. Вот те синие у меня, они даже без бимбецов, они слышно аж прям. Непонятно, какая-то щука. Ну вот это было на эту сработку. Мотает. Что, берем, Андрюх?
Не крупно, Андрюх. А нет, тут забодалась. Килограмм, Андрюх. Грамма 700. Ну, заглот, смотри, Андрюх. Стандартно. Такая темненькая, да? Ну, они озерные здесь красивые такие, но... Ну, грамм 700, наверное. Ну, жареных что? Возьмем. Угу. Как обычно, без всяких примочек, я не знаю. Ну вот. Надо было взять с собой. Ладно, сейчас скажу. Да не, палочку сейчас, Андрюх, возьму. У меня есть рецепт. Сейчас я шею уже... Вот стояли, ну буквально, да, считай, 30 метров. Не слышно вообще. Андрюх, подспособствуешь? О, фига ты, хирург. Молодец. Видишь, даже не замечаю. Вот как. А, да, ну, сюда. Сюда так. Ну вот. Распочинились. Ой, вымотал вообще ни о чем, Андрюх. Короче, она примерно сразу хапнула. Ну, если там жила, тяжело. Раз, два, три, четыре. Да, наверное, взять бубенчики надо, потому что несерьезно. Ну вот. Что, подобьем глазомер? Сколько, Андрюха? 700? Не, поболее. Поболее? 870. Я посмотрим. Твой опыт. Ну нифига себе ты, блин. 875 на 5 грамм, слышишь? Тут бывают, знаешь, конкурсы, короче. Кто-то поймает на ютубах-то вот. Да, да, да. И типа этот, угадайте. Там разыграем что-нибудь. Так снег убрать, слышишь, она была бы 870. Ты прям просто в цвет угадал, блин. Да, 870. Ну, чуть-чуть не... килограмм не доела. Ребят, еще один флаг буквально через 5 минут. Я он не успел еще кровь вытереть. А Андрюх бежать. Ну что тут у нас? Подождем. Ну что, наверное, будем смотреть. Что это тоже? А что будем смотреть? Срезал. Живца нет. Прилично, смотри, сколько размотало. Нифига. Я говорю, лески много. В траву завела, все бросил. Нормально размотал, кстати. Я говорю, по катушке видно было, что лески мало. О, нифига. Так она почти все он размотала. Надо было бежать. Ну, что сделать? Не наша, значит.
Ну вот, покормили опять немножко щучку. Да, вообще нормально размотал. Пойдем съездим с Андрюхой, шуганем щуку. Что-то капризничает сегодня. Бобров навестим, бобров. Это строение. Видал, Андрюх? Вот они, короче, вода прибывает, походу, они постоянно поднимают. Ну вот, наблюдаю, вот свежие эти, как их. И там вторая же такая же, блин. Где-то у них выход есть, да? Да, выход где-то, конечно, нора. Нора. Ну, не знаю, тут снега, в принципе, уже много, блин. Ну, так, да. Вообще, конкретно, блин, вот строители, блин. Да? Это бобровая хата. Выше меня ростом 2 головы. Метра 2. Семья. А тут бывают морозы, короче, Андрюх, знаешь, этот, подъезжаешь, подходишь, аж пар, короче, идет. Прикинь? Да, тепло от них идет. Вот живут. Охренеть, блин. О, да, вот. Вторая хата, ребята, смотрите. И вот волки что-то ходят, пытаются что-то тут карабкаться, походу. Запах идет. Походу, да, а что они? Вон, видишь, смотри, ходит, ковыряет. Что-то запахи какие-то идут, да? Вот вторая хата, блин. Напротив друг друга сделали, короче. Не стреляют тут их никто. Живут. Балдеют. Ну, видишь, почему-то не вылазят, смотри, нет следов. А почему? Где-то же... Ну, нет, вход-то, да, под воду есть. Да, они наружу не будут вылазить. Однозначно. Воздух идет, поступает, там тепло. Да. Прикольные такие хатки, но... Болото, да, получается? Болото, да, Андрюх? Тут весной везде вот так. Короче. Березняк, блин. Березы сухие стоят. Да, сухие. Что, ребят, время 11 час. Мы стоим с Андрюхой, скучаем. Ну как стоим? Сидим, отдыхаем, конечно. Кушаем, сало, чаечек попиваем. Съездили сейчас бобров посмотрели. Погода испортилась почему-то. Снег такой повалил вообще мощный. Ну и по щуке что-то неинтересно. Вот я думал, вот выход будет, как бы 2 стороны взяли. Получается 2 поклевки подряд. Одну вот достал. И одна вот еще когда расставлялись. 3 поклевки за сегодняшний день. Ну, в принципе, еще день не закончился, скажем. Ну, не густо, скажем, не густо, вообще не густо. Андрюха пошел окуня попробовать, я ему объяснил, где примерно он ловится. Андрюха любит на блесенке рыбалить. Не знаю, получится у него, нет. Так, ради интереса, говорит, время поубивать. Ну, вот так пока скучаем. Не знаю. Хочу этот, как его, ребят, щуку пожарить, приготовить. Вроде у меня есть масло, мука. Можно забодяжить прикольное блюдо. Сейчас, не знаю, попробуем с Андрюхой. Ну, Андрюха пошел, может, пока делать нечего. Позанимаюсь. Приготовим щуку. Будет вкусно. На льду жареную щуку свежую. Вот это красота, ребят. Смотрите, какой снег. Вообще. В принципе, сильно не задувает. И он такие хлопья крупные. Я люблю такой снег, когда крупные хлопья. Классно вообще. Лепота. Конечно, хотелось, ребят, чтобы у Андрюхи хотя бы загар был, потому что человек ко мне в гости приехал. Я немного ответственный за это дело, правильно? Все равно как-никак. И утром был выход, получается, с моей стороны. С его стороны ни одной поклевки. Конечно, охота, чтобы у Андрюхи тоже был загар, чтобы порадовался. Ну, конечно, не за рыбой он сюда приехал, пообщаться ко мне. Какие-то планы там настроить, потому что человек тоже занимается рыбалкой, плотно занимается с детства, да и снимается съемками, красиво снимает, очень классные у него фильмы получаются. Приехал отдохнуть, пообщаться, конечно, не за рыбой, это понятно. По технике, ребят, я очень доволен, конечно, шикарно, блин, вообще. Наконец-то сбылась моя мечта.
Наконец-то приобрел технику. Вообще огонь. Вообще шикарный. Собрали он по дороге с Андрюхой мусор. Кто-то оставил. Сок попил и не увез. Ну, мы увезем. Сейчас не на горбу. Да я и на горбу мусор таскал. За каждым. А сейчас будем вывозить просто. Так что нормально. Что, ребят, из новенького хотел показать. Приобрел себе на Алиэкспресс такой фонарь. Вот такая штука, ребят. В районе 700 рублей, уже точно не помню. Но вещь прикольная. Может, кому-то как для фонаря он не понадобится, но мне для съемок, потому что люблю ходить на ночные рыбалки, на налима. Ну, освещение должно быть хорошее. В плане налобного фонаря, то, что мне увидели от Арматека, я взял еще вот такую китайскую штуку, ребят. Вот такой фонарь. Получается вот такая ручка, но она идет как в положение. Раз положение, два положения, три. И, соответственно, в эту же сторону. Это можно подвесить в палатке или в избе. Или как-то установить, допустим, куда нужно освещение. Допустим, вот таким образом. Вот такой фонарик, ребят. Фишка в чем в нем? Получается, сам фонарь, кнопка включения. Есть боковой. Он как луч. Но сейчас день, не смогу показать, как он светит. Вот, получается. Потом нажимаем основное освещение. Два прожектора мощно лупят. Потом чуть подтуг. Сработка у Андрюхи. Угу. Ребят, позже так покажу. Андрюхи сработка. Так, заводим. Живца надо будет Андрюхе привезти. Если что. Бубенцы слышно хорошо было. Нормально. Андрюха, твой выход? Пусть такая же. Твой выход, Андрюха. Молодец. Ну, раз починился. Слышь, ты как будто знал по шелкуне, да? Тут? Ну, я сижу спиной. А я слышишь, даже... Колокольчик. Я даже там слышал. Слышал, да? Вообще шикарно. Брямкнул. Я что, приехал, живца привез себе. Молодец. Ну вот. Ништяк. Что-то ты ее подсек, да, слабенько где-то в губу? Слушай, она еще сработала и перекрестила через саморез. А, вон она что. И все, и встала. Я потом, я думаю, потеку. Она сидит. Нет, я слышал вообще прям там. Я сразу дым-дым-дым, я там фонарик показываю. А? И, короче, этот. Слышу, у тебя сработочка. Все, огонь. Да, точно такая же, блин. Такая же, слушай. Точно такая же, ну. 110 грамм. 910? Все понял. Блин, специально взвешиваю, Андрюх. Специально посмотри. Так, ладно. Приехал. Я живца ездил, Андрюхе отвез. Сразу понял, что или поймает, или может живец. Андрюха сказал 910 грамм. Сейчас посмотрим его на глазомер, как работает. Да ты что будешь делать? Смотри, ребят, 965. Он вообще просто в 5 граммов промахивается. Молодец, Андрюха. Ну вот, значит, что опыт, ребята, видали?
965. А он сказал у меня 870. Что-то 5, я уже не помню. Но он, короче, вообще в 5 граммов промахивается. Красавчик, Андрюха. Молодчага. Да, вот это глазомеру. Это глазомер. Ну, что, с детства ловит, конечно. Понятное дело. С детства на реке, как и я. Так, о чем я, ребята, остановился? Фонарик, да, получается. Идет как луч. Вот это. В принципе, неплохо бьет. Потом дальше яркий. Немного потусклее и понятно. Почему, ребят, именно остановился на таком фонаре? Потому что здесь, ребят, смотрите, он питается. Две такие неплохие батареечки. Тоже сразу заказали. С Женькой мы купили оба, два таких фонаря. Сколько она? 8650 получается. Две штуки. Можно одну убрать, будет на одном работать. Можно поставить 3 пальчиковые простые. Получается, здесь такая крышка. Заряжается обыкновенно USB. Стандартная зарядка. И в чем еще интерес, можно заряжать от пауэрбанка. Я до этого еще взял, ребят, пауэрбанк на 30 тысяч. Сейчас я вообще мобилен. Просто могу уехать в... Сработка. Сработка. Андрюха не успеет. Не успеет, Андрюха. Вот у Андрюхи сторона начала работать. Я говорю, не все так просто. Короче, обзор не дает снять. Щука. Опять хапнул. Андрюха, беги, беги давай. Но не крутит, не мотает. Зацепилось у него там. Так, ребят, ну выход, короче, походу начался. Он так и есть. Может, прокатился из-за этого. Не успели дойти до лагеря. Щелкнуло. О, Андрюха, вообще... Ушла, бля. Вырвал. Надо было это подождать. Ну вот, Андрюх, не угадаешь. Она там мотанула, слышь. Тут нормально по плану. Ну, игру выход, Андрюх, пошел. Блин. Так, надо смотреть. Нет, это Андрюха выход вышел. Это, ну, не может быть так. Ну тут она дернула, да, нормально. Ты услышал шаги? Да, шаги услышала и все. Я зубов вырвал, чувствовался. Блин, ну она тут вообще, ребят, мотала, видели, да? Конкретно просто. Так, что у нас есть? Покрупнее поставим на крупную щуку. Давай, девочка, принеси нам трешечку. Будет шикарно.
Получается, ребят, утром на ту. На эту поймали и на эту. Интересная точка здесь какая-то. Надо ее как-то пометить, потом будет. 3 живца у нас. 2 щуки. По проценту пока слабенько. Не по нашей теме. Ладно, ребят, дело к обеду что-то. Тишина у нас. Да покой. Такие какие-то непонятные выходы. Ну, в сравнении с прошлыми рыбалками, как будто, ну, понятно, январь месяц, скорее всего. Обговорили что-то с Андрюхой, что-то не будем мы щукой заниматься, будем мы готовить яички по-простому, по-босяцкому. Горячего перекусим. И все. Все у нас есть, так что сейчас забодяжим что-нибудь интересное. Так, пошла возня. Лопатка, Андрюха. Все по пакетам, блин. Боевая моя скала. А? Да. Запахло весной. Растопит сало, нет, Андрюха? Мяса очень много. Я говорю, растопит сало, нет, что-то мяса очень много. Помидорчики, ребят, есть. Помидоры чили. Берем. О, шикарно будет, Андрюх. Отлично. Все, конечно, уберем потом. Перчик. И что у нас? Пряная соль. Нормально. Ну что, 10 минут и все готово. Так, это мы не выбрасываем. Я не знаю, Андрюха, вилки есть у тебя, ложки? У меня где-то тут, ну, правда, походно все, Андрюх. Как говорится, в тайге, говорит, каждая старинка это витаминка, слышишь? Да. Так что это нормально все. Что, ребят, сейчас мы перекусим с Андрюхой быстренько и будем ждать, не знаю, ждать вечерушки уже, потому что время-то к обеду уже. Что. Посмотрим. Под обед. Андрюха чай будет. Ну, еще и огурчик. Вообще с ума сойдем сейчас. Это что, типа, Андрюха, еще этот, что ли? Компас? Серьезно вообще, да. Понравился мне он.
Причем работает, он нормально пока. Да? Так, Андрюх, что, чая? Чаек вон, наливай. На соль я не знаю. Так, или водка, да? Да, этот водка, да, я что-то этот неправильно налил. Полотенышко. Ну что, Андрюх, давай за рыбалку, за встречу. Ну-ка, что у нас тут, Андрюх, получилось? Да что, нормально получилось, что? А что, огонь, да, Андрюх? Пойдет. Мотает, Андрюх, мотает. Хорошая? Килограмм. Аккуратно, тут лунки бывают. О! Отлично. Меньше. Красота. Под вечер. Нормально, слушай. Ну вот, видал, Андрюх, как бывает. Блин. Слушай, выход пошел такое дело. Вот сейчас опять думаю, собираться, не собираться. Может, сейчас твои будут работать, бля. Не знаю, Андрюха. Отсюда даже не видно. Смотри, щелк у тебя вот это. Щелк вот это, блин. Да? Такая. Сколько, Андрюха, вес? Ну, поменьше. 800. Второй поменьше, 800 где-то. 70, наверное, тоже, 850. Живец, Андрюха, есть. О. Достань его как-нибудь. Ага, сейчас погодь. Потому что я живца не взял. Вот я говорю, вот, блин, не угадаешь это, блин. Январь месяц, все уже такая. Уже дохлый был, кстати, скорее всего, уже дохлый. Скорее всего, да. Там боднуло, а тут хапнуло. Что, ребят, 3 час, начинаем собираться. Ну, сейчас у Андрюхи 2 подряд. 2 сработочки в том углу. Вот как-то вот она выходом выходит по 2. Непонятно. Ну, добыли. И то нормально. 3 штучки подняли сегодня. Была возможность, конечно, больше, но рыбалка такова. Не всегда получается. Будем собираться потихоньку. Так что время не теряем. Андрюхе еще до дому 100 ехать. Надо еще выезжать. Пока соберемся, да что, время пройдет. Ну что, братва, собрали жерлички. Ну вот наш улов, в принципе, неплохо. В принципе, нормально, что. В целом жарежка неплохая, отлично вообще, я бы сказал, даже для глухозимья нормальная рыбалка. Андрюха приехал, Андрюха еще и обловил меня до кучи, так что вот так, ребята, все здорово, все классно. Трогаем. Давай, Эдик, пока.
уже переоделся, быстро попили кофе с Андрюхой, и Андрюха погнал в столицу, ему еще сотку до дома ехать. Пообщался с Андрюхой, вот такой парняга. Ну, по видео, ребят, как бы свойский, а вживую это совсем другое. Ну, пообщались, обсудили кое-какие планы на будущее. Я думаю, это не последняя рыбалочка с ним. Возможно, и поедем на охоту. И хочу, ребят, предоставить вашему вниманию его фильмы. У него такие душевные фильмы, ребят, ну просто балдежные. Я за него ручаюсь, ребят. И хочу предложить вам перейти по ссылочке, ребят, которая будет в описании, и пообщаться, переподписаться. Может, что-то кому-то понравится. Ребят, я ручаюсь. А если Дрюня ручается, значит он ручается. В целом, ребят, день здорово, все четко. Тафара 500 у нас доставил с ветерком. Приехали все снежные. Техника, ребят, я доволен. Это такой сегодня у него более серьезный выход. Дал немного просраться ему по-мужски, потому что второй человек, двое волокуш, ну плюс шпрудячка немножко. По пуфлячку в горы, да чё, короче, ребят, нормально. Буду прощаться, ребят, чё. Всем мира, здоровья, счастья, любви. Дрюня на связи. Пока.